Всем привет! Это цикл лекций «Книга-музей». Меня зовут Дарали Лили, и я буду вас знакомить со своими книгами, посвященными народному костюму. Что такое народный костюм и что такое книги про народный костюм. Все, что вы видите на моем столе, относится к финно-угорским костюмам российских народов, жителей России, коренных народов, финно-угров, тюрков, удмуртов в первую очередь. И сегодня я расскажу первую лекцию про удмуртский костюм и про книги, которые были изданы на тему удмуртского костюма. Давайте начнем. Я вам приготовила много классных изданий. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы лучше понимать народ. Если речь идет об удмуртах, если смотрят меня удмурты, то я хочу обратиться на удмуртском языке, сказать, что малы ашмелы куле джеч тодыны калык дишкутмес. Ожими джечгес валалом ашмемыз. Киньос мисыче малы милям деремы таче мукетавал марса милем шоте. Кыжы ажланя злуе туала карны калык дишкутес мал сокуле. Что я сейчас сказала? Я хотела акцентировать свое внимание на том, что народный костюм помогает познать себя и лучше понять людей, которые рядом. Например, в нашей Удмуртии проживают много национальностей. Удмурты, русские, чуваши, марийцы, татары и так далее. И мне всегда было интересно знать, чем отличается традиционная культура соседних народов и традиционный костюм. Первая книга — это просто Библия удмуртского костюма. Это вот такое замечательное издание 88 года Константина Климова. Оно в суперобложке, огромный крутой альбом на 3 языках: удмуртском, русском и венгерском. Внимание! Венгерский язык, каким же образом он сюда приплелся? Ну, потому что венгерский язык — это родственный язык, финно-угорский язык, язык угров, да, ханты-манси и венгры. Просто не разделились, венгры ушли в Европу. Эта книга находилась у меня с детства дома. Здесь даже есть мой небольшой автограф, которым я пометила. Посмотрите, да. Мне с детства нравилось смотреть на эту книгу и изучать традиционный удмуртский костюм. Константин Климов, специалист нашего республиканского музея ИЗО, я так понимаю. И здесь начинается... Ух ты, нашла еще один автограф свой. Начинается с какого-то общего анализа, и дальше идет обзор. Здесь и ретро-фотографии вы можете наблюдать. И дальше идет обзор, собственно, того, что у удмуртов в их визуальном культурном наследии, да, считается интересным, наиболее интересным. Это и архитектура традиционная, собственно, уклад, быт, жилище. Это красота внутреннего убранства дома. Вообще считается, что у удмуртов не столь развита роспись, но вот здесь в книге представлена и резьба по дереву, и, конечно же, ткачество. Вообще ткачество — это визитная карточка удмуртов. И если мы дальше смотрим книгу, изучаем удмуртский быт, то мы понимаем, что ткачество — это основа основ, то есть это и какой-то домашний текстиль, покрывало, ковры. Это, конечно же, костюм народный. И здесь мы знакомимся уже непосредственно с разными группами удмуртов, проживающих на севере либо на юге, и от этого, соответственно, менялся костюм. Если на севере он более, ну как сказать, преобладают белый и красный цвета, то на юге это уже пестрять, это многообразие цветов, потому что на юге много связей с тюрками, с купцами, много каких-то купеческих контактов, и благодаря этому приходит больше
украшений с юга, каких-то красителей и так далее. Ну вот рубаха северных удмуртов, она традиционная белая. Кстати, такой тип рубахи встречается у многих народов, в том числе мордвы, чуваши. Ну вот так выглядит, собственно, северный удмуртский наряд. И в этой книге мы, кстати говоря, не можем, наверное, сделать серьезный анализ именно чем отличаются, скажем, верхний чепецкий и нижний чепецкий костюм. Но здесь зато отлично представлены на прекрасных фотографиях образцы вышивки нагрудник кабачи и также какие-то различные другие виды платья, в том числе бисермянский костюм. Бисермяне — это удмуртизированные тюрки, которые живут также на севере Удмуртии. И прекрасные шапочки, девичьи шапочки такья и женские шапки тухья. Подобные можно головные уборы встретить у чуваш. Я затем покажу вам, расскажу позже. Также здесь есть образцы древнего литья мастеров-кузнецов. Это уже средневековый период. И, конечно же, собственно, южно-удмуртский костюм. Он отличается, во-первых, по цветам. То есть это пестрить, это клеточка, это яркое ткачество, декор на оборке, тканые элементы. Если смотрим костюм завятских удмуртов, то есть удмуртов, которые проживали на территории Татарстана и сейчас проживают на территории Татарстана и Марий Эл, то есть за рекой Вяткой, то мы замечаем у них уже какие-то свои особенности, например, укороченный рукав и использование фабричных красивых тканей. И, конечно же, бантики. Сейчас покажу бантики. Кстати, в этой книге почему-то нет такого четкого разделения на завятский костюм, костюм башкирских удмуртов, закамских удмуртов. Здесь в основном, я так понимаю, хотя, знаете, нет. Я думала, здесь периферийных удмуртов не так уж и много, но вот эти вот прекрасные маниста как раз-таки принадлежат завятским удмурткам, тем, которые жили среди татар, бисермян говорю, марийцев. Вот такая форма маниста, это характерно для завятских удмуртов. И вот эти вот элементы с камнями встречаются также у татар. И форма манисты, она как раз говорит нам о том, что подобные манисты носили жители других, ну, не самой внутри Удмуртии, а за периферией. В общем, за границей Удмуртии. Вот такая форма маниста, крупная, без камней, скажем так, но еще имеется вот такое классное черезплечное украшение камали. Это характерно для южных удмуртов. Это уже все, что ниже Ижевска, скажем так. И Алнашский район, Киясовский, Можгинский, Малая Пурга, конечно же. Вообще костюм, конечно, много говорит о человеке. И специалисты наши могут даже рассказать о женщине или рассказать, какие-то дать характеристики определенным узорам на фартуке. И это все очень интересно. Например, есть фартуки, как рассказывает Татьяна Никитична Москвина, есть фартуки, которые символизируют накрытый стол, а есть фартуки, которые означают звездное небо. И это определенные узоры. Пытаюсь вам показать, найти, но еще не нашла. Возможно, в другой книге я найду. Ну, в общем, эта книга меня очень вдохновляет. Она замечательная. Она прекрасная в плане полиграфии. И еще она хранит вот этот вот дух винтажного советского удмуртского мира. Например, праздник Гурон-Бетон, который проходит на юге Удмуртии в Малопургинском районе. Ну, не только. Но здесь вот по платью можно видеть, что это
примерно там, где жили мои дедушка и бабушка. Старая Аммония, Малопургинский район. Отличный альбом. Его еще можно найти на каких-то сайтах антикварных или в букинистических отделах. И я думаю, с таким альбомом у вас будет четкое представление о том, что такое удмуртское качество, какой он образ удмуртской красоты, какие они, удмуртские женщины, вообще цветовые решения и характер удмуртского народа, он очень явно, ярко проявлен в народном искусстве. И альбом Константина Климова 1988 года, который называется «Удмуртское народное искусство», на английском «Folk Arts and Crafts in Udmurtia», и на венгерском «Oz Udmurt Neipi Disi Movieset». Вот так вот это выглядит. Трехязычный альбом. Рекомендую. Один из лучших. Наверное, лучшее издание. Сейчас издательство Удмуртия перевыпускает, частично используя материалы этого издания, но я думаю, такого хорошего альбома уже нет. Ну, разве что уже будут какие-то новые издания. Говорят, очень хорошая книга «Удмуртская традиционная свадьба». У меня ее пока что нет, но я бы хотела приобрести. Немножечко пройдусь по разным книгам на тему удмуртского искусства. Параллельно буду пить чай. Ой, как же хорошо. Удмурты и чай — это что-то очень совместимое. Мы любим это дело, чай пить. По удмуртским народным узорам есть маленькие брошюрки подобного плана. Также они выпускаются в издательстве Удмуртия. Здесь есть расшифровка конкретных узоров. И это все достаточно полезно бывает иногда. Ну, собственно, можно понять, чем отличается узор толежо лунный от узора легешпу, что значит цвет шиповника. И выпускаются они периодически в нашем издательстве. Можно, я думаю, приобрести дизайнером, потому что это очень удобно, и это дает какое-то комплексное представление вообще о системе координат, о визуальной системе координат в удмуртском мире. Есть подобные издания для детей, все цвета радуги. Здесь кратенькое описание, ну, в такой форме понятной истории для детей. Жила-была девочка Зора, например, и рассказывается про костюм и вообще про жизнь удмуртской девушки и как менялся ее костюм. Я думаю, что подобного плана книги сейчас очень нужны, потому что у нас все-таки представления о традиционном костюме очень нецелостны. Что касается научных изданий, то уже плавно переходим к трудам, монографиям. У меня также есть вот такая работа Ирины Алексеевны Косаревой, как раз о чем я говорила, то, чего мне не хватало в издании Климова, более подробного анализа того, чем отличаются платья, скажем, северных удмуртов, нижнечепецкие, верхнечепецкие, то есть платья на территории Кировской области или платья, костюмы Башкирии, Пермского края. То есть здесь уже дан подробный анализ, есть даже карты и есть некие схемы. Книга называется «Традиционная женская одежда периферийных групп удмуртов». Здесь на обложке можно увидеть завятских женщин, их головные уборы, айшоны, щулык — это платок, свадебный убор айшон, немножко закрывает лицо, и как бы от этого немножко они суровые, как будто бы закрываются от мира. Ну, плюс на старых фотографиях, конечно, у них очень суровые лица. И здесь уже представлены больше текста и более подробно дано описание, в том числе вот каких-то элементов. Вот, например, девичья шапочка такья. Это тоже завятские удмурты, и можно по этой шапочке определить, собственно, что девушка живет, например, ну, не из Алнашского района, да, а приехала к нам из Балтасинского района Татарстана. Хорошая книга для тех, кто хочет подробно изучить и понять костюм. Издана она в 2000 году.
И вот также здесь есть подробная схема того, как выглядит платье. То есть при желании можно даже научиться кроить, шить. Сделать это так, как в удмуртском мире было принято. Правильный удмуртский костюм. Вот такое еще классное издание. При поддержке нашего института было издано в 2013 году, правильно прочитаю название, Российская академия наук, Уральское отделение, Удмуртский институт истории языка и литературы, а также при поддержке Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел. Это узорное ткачество удмуртов по материалам Белицер. Белицер Вера Николаевна жила в 1983 годах. Несколько экспедиций совершила в Удмуртию. И, собственно, по материалам этих экспедиций издан этот альбом. Экспедиции были в 30-м, 31-м и 38-м годах. И эти экспедиции хороши тем, что они зафиксировали для советской науки и для удмуртской науки конкретные образцы тканей для женских платьев. То есть это такой хороший труд для ткачей, например, или людей, которые изучают текстиль. Здесь конкретные кусочки, материалы. В основном все собрано в Волжском районе и Можгинском районе. То есть это вся ореол реки Вала. Также здесь есть образцы отделки для платьев, конкретно пестрять и шерстяные, полушерстяные, льняные и другие образцы. И мне эта книга нравится тем, что она нам, собственно, дает такое правильное понимание клеточки. И если мы делаем реставрацию платья, какое-то сочиняем новое платье, то мы в магазине можем уже выбрать клетку, приближенную к оригиналу, либо сами. Если мы умеем ткать, да, то пойдем и будем ткать правильную клеточку для удмуртского платья. Вот так это все выглядит. Ну и немножко здесь также есть декора архитектурных ансамблей, каких-то элементов ворот, например. Вот такое вот тоже издание неплохое. Также, конечно, переходя к популярным книгам, я думаю, что сейчас самая известная книга по костюму — это работа «Удмурткалык дышкут», «Удмуртская народная одежда», также на 3 языках. Это книга авторства Серафимы Христофоровны Лебедевой, большой специалист по удмуртскому костюму. И здесь, в этом альбоме, в 2008 году он был издан, Серафима Христофоровна дает нам очень четкое представление о различных группах костюмов и удмуртах, территориально проживающих и объединенных, скажем так, одним видом костюма. Вот здесь конкретно Южный Удмурт, это Можгинский район. И да, я хочу, кстати, уточнить все-таки. Да, это Можгинский район, деревня Чумойтло. Очень красиво. Смотрю и прям не могу налюбоваться. Когда начинаешь изучать это все, у тебя в какой-то момент появляется, что называется, насмотренность, и ты вмиг можешь определить, откуда платье. Если в детстве у меня не было этого ощущения, я не понимала, то сейчас я уже по фасону, по длине оборки, по цветам могу понять, где носится костюм. Ну вот такой фасон с напускным, скажем, напускной силуэт, да, когда талия очень широкая, то есть непонятно, беременная девушка или нет.
Вот это характерно для нижнечепецких удмуртов, это Кировская область и Удмуртия в том числе. Я мало знакома с северным костюмом, потому что я сама южная удмуртка, и даже будучи, ну вот на 1/4 я являюсь зуринкой, скажем так. Мама родилась в селе Зура Игринского района, но я не встречала, например, вот такой вот вариант северного удмуртского платья. Я уже встречала зуринский вариант, он отличается. Это что-то совершенно особенное, когда смотришь и понимаешь, что на севере вообще другое видение красоты, другой подход. Белый и красный цвета и фантастической красоты вышитые нагрудники кабачи. Если найду, я вам покажу. Вот они здесь тоже представлены. Но кабачи это космос в прямом и переносном смысле. Здесь действительно есть звезды, здесь действительно есть такое какое-то космическое погружение через через вот эти образы, узоры мастерицы пытаются нам преподнести свое видение, понимание мироздания. И, по-моему, это как раз задача искусства, да, упорядочивание мира и некая интерпретация вообще, кто мы, откуда мы, что такое человек, космос, Бог, небо, эфир. Тоже очень красивые кабачи. Кабачи заменились в Игринском районе, например, на нагрудник Мурысаш. Мурысаш это аппликативный нагрудник. Здесь вот не видно, к сожалению, очень маленькая фотография, но если попозже я вам покажу в другой книге. Мурысаш отличается тем, что это такой квадратик на груди, и он уже не вышитый, а он как бы из аппликации, из кусочков ткани. Но функция у него такая же, собственно, такая же функция, как маниста у южных удмуртов. Оберег — это и красиво, и оберегает от сглаза. По такой форме маниста, такой немножко рубленной из кусочков, можно подумать, что это центрально, ну, южные удмурты, но ближе к Бураново. Завьяловский район и северо-восток, скажем так, Малопургинского района. Очень тоже классная фотография. Женщина, матриарх и ее недовольный муж рядом стоит. Улыбаться не хочет. Или он улыбается так, плохо улыбается. Мужской моды, конечно, не так много. То есть она не такая очевидная. То есть это либо белая рубаха, либо пестрить. Но женский костюм, конечно, особенно южно-удмуртский костюм, он выглядит просто эпичнейше. Недаром у нас наши коллективы, даже в советское время и сейчас, очень активно используют, эксплуатируют тему с айшоном. Айшон — это свадебный головной убор и покрывало щулык. И это покрывало мировое древо, то есть это тоже выход в космос на самом деле. Про удмуртский костюм можно говорить бесконечно. Просто в какой-то момент ты понимаешь, начинаешь уже разбираться и понимаешь, что невысокий айшон — это завятские удмурты, и также ложные рукава, например, да. А высокий айшон — это, собственно, южные удмурты. На севере айшонов нет, щулыков, а у завятских удмуртов есть. И, по-моему, только у южных удмуртов и у завятских он встречается. А еще у завятских удмурток встречается шапочка такья. Здесь вот ее не видно, о чем я говорила, с такими монетками нависающими. И именно в этом регионе это Мариэл и Татарстан, все, что за рекой Вяткой, где проживали удмурты тоже исторически. Здесь в этой уникальной традиции сохранился, вот здесь вот у меня представлен инструмент кубыз, удмуртская скрипка. Мужчины играли на кубызе, клали скрипку себе на колени,
женщины выходили в центр круга и крутились, танцевали апай-эктон, то есть девичий танец. И этот костюм, он очень неразрывно связан в целом с этой традицией завятских удмуртов. Что касается закамских удмуртов, то есть наоборот, в отличие от шошминских удмуртов, эти удмурты за рекой Камой, ну, Буй, Таныp, это уже Башкирия, частично Пермский край, это большие любители ярких цветов, и, конечно, это все связано с близостью тюркских народов, башкир, татар, и, конечно, вот это влияние тюрков, оно чувствуется и в завятском костюме, и в закамском. Это богатый материал, бархат, вот видите, бархатный камзол, украшения другого плана появляется, вот эта вот нитка маниста под подбородком, сакал называется оно. Также монетками украшены рубахи. И в целом немножко все такое более, ну не то чтобы пафосное, но нарядное. То есть действительно те, кто живут на юге, они по цветотипу поярче ребята. Им нужны более яркие краски, более яркие акценты, какие-то элементы. И это все влияет на костюм. То есть костюм зависит от внешнего вида. Еще такой классный костюмный комплекс есть у нас отдельно. Он стоит вообще среди всех периферийных костюмов. Бавлинский вариант. Вот такие вот замечательные головные уборы, платки в виде бантиков. И всегда можно понять, пытаюсь найти. Да, он называется чачаг. Укотуг также здесь такой вот чачагок и шет, платок. Девичья повязка чачаг с длинными кистями из позуметных нитей. То есть по этой форме, ну, в целом здесь и нагрудник уже другого плана похож на нагрудник башкир из позумента, из серебряных нитей. И по вот этой форме головного убора, по бантику можно всегда понять, что это бавлинские удмурты. А бавлинские удмурты это вообще уже другая культура, там рядом степь, там уже Оренбург. И это какие-то новые контакты и новая музыкальная традиция. И много, конечно, общего. И язык в первую очередь нас всех объединяет, но и диалектные особенности есть, и костюмные особенности. В общем, очень красивый костюм бавлинских удмуртов. Мне очень он нравится. Главный бавлинский удмурт у нас Паша Александров, Шонер Павол, Шонер Пол. И когда вы будете слушать его песни, вы услышите этот особенный акцент, диалект. Очень интересен костюм шарканских и икшурбодинских удмуртов. Это уже центральные удмурты, это что-то среднее между севером и югом. И что самое характерное для этих удмуртов, это вот такой вот платок куинсерго, значит треугольный. И платье центральных удмуртов можно понять, узнать по фасону. Присборенная на талии, белоснежная и очень характерная вышивка, позументная вышивка центральных удмуртов, якшурбодинских, шарканских. Она встречается только в этих районах. И она очень архаична и совершенно уникальна. То есть, когда мы говорим об удмуртах, мы в первую очередь говорим о качестве, но не менее крутым брендом, маркером идентичности этнической и какой-то удмуртской красоты является вот такая вот традиционная вышивка бодинских удмуртов, шарканских удмуртов. Это все можно использовать и в современности. Можно брать какие-то элементы традиционные и переносить их на, ну, скажем, современный дизайн, графический дизайн, и как-то дальше
с этим жить. Есть также костюм калмесских удмуртов, то есть удмуртов западных районов, Вовожский район, Увинский район, Селтинский, Сюмсинский, Кизнерский. Встречается там платье фасона кускинчош. Здесь не очень понятно, не очень характерно в этой книге. Спасибо, Серафима Христофоровна, за отличный сборник. Но покажу я это платье в другой книге. Рекомендую это издание, оно продается до сих пор. Есть еще тираж в издательстве Удмуртия и также активно, мне кажется, продается на каких-то сайтах. Вот про фасон кускинчош я расскажу подробнее, покажу из книги Ирины Алексеевны Косаревой «Искусство узорного ткачества удмуртского народа». Супер монументальный труд. Очень толстая книга. Мелованная бумага. Издание новейшее 2020 года. Это большущая монография, собранная из всего материала нашей ученой Ирины Косаревой. Материал она собирала много лет. И посвящена эта книга удмуртскому ткачеству. Вот я открыла, и сразу же мне открылось платье фасона кускинчош, отрезное по талии. О чем я говорила, это платье вовожских удмуртов, увинских удмуртов. И характерна для него вот такая вот история с двумя разными материалами на контрасте. Платье также трехчастное. Верхняя часть кокетка, серединка и нижняя часть. У южных удмуртов внизу имеется оборка. Я думаю, сейчас дойдем и до этих платьев. Но вот платье кускинчош, где явно видна талия, отрезанная по талии, да, чош, кускинчош, или как-то по-другому, может быть, можно расшифровать, то есть вместе на талии. Ну, это уже к филологам. В книге представлен материал с полевых экспедиций. И, например, здесь мы видим мастериц, авторов, половиков этих женщин удмуртских. Ну, на самом деле, каждая удмуртская женщина, ткачиха, это художник с большой буквы, потому что здесь и абсолютно гармоничное чутье цвета, какое-то от рождения впитанное с матерью, с молоком матери видение чувства цвета, ритма, гармонии, каких-то узоров. И это все очень гармонично уживается и в костюме, и вообще в качестве в интерьере. Очень много известно нам замечательных мастериц. Дарья Курбатова или Соколова, сейчас скажу, из деревни Баграш-Бигра. Я выкладывала у себя в Инстаграме. Просто мне кажется, таких людей надо помнить. Этих мастеров нужно помнить. Соколова Ольга Васильевна, деревня Баграш-Бигра, Малопургинский район. Вот я ее взяла из альбома Климова. Бабушка с удивительным мощным взглядом. Говорят, она приехала в Баграш-Бигру из деревни Варзечи, это Агрызский район, Татарстан. Но это считается, собственно, южно-удмуртская группа. Там платья в Агрызском районе не сильно отличаются от платьев в Волнажском районе. Хотя, конечно, особенности есть. В этой книге мне нравится то, что мы имеем огромное количество примеров ткачества. А еще здесь и много ремизное ткачество, то есть это, как правило, какие-то скатерти, очень крутые примеры оптических иллюзий, когда мастерицы работают как Вазарелли, какие-то известные художники оп-арта. Мне было ценно в этом издании, во-первых, вдохновиться неожиданными примерами. Вот хочу вам показать вот этот богатый золотой пример. Посмотрите, что за цвет. Хочу такую золотую скатерть себе.
Я здесь увидела наконец-то же, как используется фиолетовый цвет в костюме шарканских удмуртов в ткачестве, потому что я не сильно знакома была с обилием фиолетового у шарканских удмуртов. Вот здесь вот оборка платья, о чем я говорила, белое платье, собранное на талии, с вырезом длинным на груди, закрытым фартуком, да. Но посмотрите, какая яркая оборка фиолетовая. И оказалось, ну, об этом я уже слышала, потому что я ездила в Шаркан, в усадьбу Толбабая, удмуртского Деда Мороза, и в усадьбе Толбабая все фиолетовое. И, честно говоря, мне южные удмуртки это не столь типично, хотя на юге мы также используем очень много ярких цветов, розовый, зеленый, желтый, это очень яркое качество. Но когда я увидела обилие фиолетового, я думала, такие яркие цвета только у закамских удмуртов встречаются. Мне очень любопытным показалось вот такой вот, посмотрите, как много, да, сиреневый, фиолетовый, на удмуртском это конишир, бусир. Это все шарканские удмурты. Действительно хотели показать свое богатство, благодать, роскошь. Ну, здесь тоже видим мы, что закамские удмурты, я их всегда путаю, потому что одинаково звучат. Ну, башкирские удмурты, скажем. Они одеваются очень ярко. Желтый, сиреневый, розовый, платья темные, много украшений, много ярких оборок. И все эти отличия, они как бы вот формируют какую-то картинку, какое-то представление о регионе. Много очень здесь примеров каких-то костюмов, элементов. Вот это вот непьет, специальное приспособление для ношения детей на спине. Очень красивый и яркий элемент костюма. И он тоже очень удмуртский. Вот это про наше удмуртское. Я думаю, что если непьет популяризировать, то он тоже станет очень таким, брендом, скажем так. Кстати, многие у меня спрашивают, что такое дарали. С одной стороны, есть такое, знаете, объяснение филологическое, что это такой цвет, но это изначально парча, материал, платок, который привозили караванными путями в древнюю Удмуртию из Индии. Поэтому есть в Индии есть район Кашмир и есть район Дарали. Есть платки кашемировые, кашамер, а есть платки Дарали. Вот потом Дарали, можно сказать, стали называть ярко-розовый цвет, и Дарали кышет, ярко-розовый платок, или ярко-розовый, красный, алый. Например, солнце встает, как Дарали, Дарали кать шунды джужас, Дарали кать гордек тис, покраснеть, как Дарали. Это такое образное выражение в удмуртском языке. И подобные альбомы нам помогают немножечко понимать лучше, действительно, как это покраснеть, как Дарали, оказывается, вот таким вот красным стать. Окей. Много более поздних каких-то примеров ковров, уже не столь архаичного плана здесь узоры, это уже что-то более современное, цветочные мотивы. Посмотрите, какое богатство и как это здорово. Вообще было много и сейчас много размышлений, рассуждений на тему, что такое удмуртский дизайн, что такое удмуртское искусство. Я думаю, что если берешь вот подобное издание, и ты его долго-долго-долго изучаешь, то у тебя возникает какое-то очень четкое представление о гармонии цвета в удмуртском. Вот эти фигурки, ты их ни с чем не спутаешь. Вот можно просто брать, вырезать и использовать как логотип, и это очень по-удмуртски, потому что
я часто встречаюсь с использованием под видом удмуртского каких-то узоров марийских, чувашских. И мне кажется, дизайнерам и художникам очень важно иметь вот эту насмотренность, чувствовать и изучать и понимать вот это удмуртское через визуальные образы, через народное искусство, через образцы подобные. Потому что более поздние ковры, мне кажется, они уже не столь идентичны именно удмуртскому, потому что такое уже можно встречать и у других народов. Но вот эти древние знаки, в отличие от цветов, да, или вот есть здесь здесь уже современные формы цветов, в общем-то, они и у британцев в альбомах по вышивке встречаются. А архаичные вот эти вот звездочки или цветки легишпу, они, конечно, создают, собственно, вот этот вот удмуртский код. Но чем не удмуртский дизайн, да? Посмотрите на эти прекрасные знаки Луны. Собственно, они у нас и на гербе, вернее, на флаге. Ну, здесь Луна, вот это была Луна, а вот это уже легишпу, цвет шиповника. Отличная книга. Да, может быть, она не перегружена в плане верстки, типографики, но в целом я думаю, что издание в любом случае уникальное. И здесь уже ты восхищаешься в первую очередь, как это называется, слово забыла, подвигом ученого, что автор смогла найти средства, смогла найти силы, чтобы собрать это все в один большой труд. Потому что многие хорошие фотографии, костюмы, они лежат, и мы их не видим. Я имею в виду, конечно, в первую очередь какие-то музейные коллекции. И я рада, что сейчас все больше и больше издается книг про народный костюм. Немножко хотела еще показать виды южноудмуртских оборок. Чем длиннее оборка на конце платья, тем, значит, более алнашским фасоном платье отличается. Если оборочка короткая, сейчас найду вам пример, то это, скорее всего, Завьяловский район или Бураново, Малопургинский район, в сторону Сарапула. Видите, очень короткая оборка. А длинная, вот здесь тоже короткая оборка. Либо вообще оборки нет. У бурановских бабушек тоже есть платье без оборок. Это мне рассказывала Татьяна Никитична Москвина, наш реставратор. Ну вот здесь вот Малый Кармыш Можгинского района. Это алнашский вариант, можгинский вариант. Часто диагонально шьют нижнюю оборку. В общем, по оборке и по форме платья можно очень много сказать о костюме. Можно этот костюм просто изучить вдоль и поперек, и по наличию, например, таких вставочек на фартуке, ну, пучков из ниток, называется это чук, вот вам покажу, можно узнать, что этот узор был скопирован. Вот такой вот чук, вот тут видите, 2 штуки, значит, скопирован 2 раза. Отлично, что таким образом люди, мастерицы, помечали, сколько раз, да, сколько раз их находкой, их цветовым решением, узором воспользовались другие. Отлично. А есть у меня также вот такое вот издание, я вам покажу. Лоскутное шитье. Я вдохновилась, на самом деле вдохновилась я лоскутным шитьем уже давно. В детстве у меня был маленький половичок для куклы. Оказалось, что этот половичок создан в технике ляпачиха. Если бы я не купила вот эту книгу, здесь представлены материалы из фондов Российского этнографического музея. И в этой технике ляпачиха, оказывается, много работали. То есть лоскутных техник на самом деле великое множество.
по всей России у разных народов. Ну вот, давайте вам покажу на контрасте. Есть очень сдержанные минималистические варианты. Крутая книга. Здесь на самом деле почти все народы России и бывшего СНГ. И техника ляпачиха оказалась была у Чуваш, Чувашская ССР, Янтиковский район. Была распространена среди чуваш. Вот такого плана можно найти покрывало. Очень интересно пример того, как использовать кусочки, остатки. Но мне в этой книге очень также было ценно увидеть платок Шулык и платок Куинсерго, платок центральных удмуртов. Здесь написано, что это Вятская губерния, то есть конкретно не указано, из какого района. Но, конечно же, мы понимаем, во-первых, я была в этнографическом музее, я видела якшурбодинский костюм, представленный там, собственно, вот эта якшурбодинская вышивка. Вот здесь вот платок Шулык, и вот вам не видно, но по краешку идет знаменитая бодинская вышивка. И, конечно, вот эта техника аппликативна, а вот она, очень классный тоже 8-битный практически узор. Аппликативная техника, она очень здесь хорошо представлена в этом издании. Ну, красота, что здесь скажешь. И еще мне нравится, что в этих цветах тоже очень сильно скрыт вот этот вот образ центрального представления о цветах центральных удмуртов, скажем так. Белый, зеленый и красный. В общем, классные книги сейчас продаются, сейчас уже можно найти и в каких-то специализированных магазинах. Это все последние книги, которые я брала на каких-то ярмарках, в центрах современного искусства. И много сейчас подобных альбомов издается про костюм. Сегодня я рассказала про удмуртский костюм, немножко коснулась удмуртских изданий. А следующая лекция будет посвящена уже финно-угорским костюмам. Меня зовут Дарали Лили. Это музей книги, музей удмуртского костюма, книга-музей. И я собираю удмуртские платья. Я собираю удмуртские, финно-угорские платья народов России. И если вам эта тема интересна, то давайте сотрудничать. Я всегда буду рада принять в свой музей новые изделия. И надеюсь, лекция была вам полезна. Надеюсь, вы больше узнали о традиционном костюме.